достор, мен кайрадан түз эфирден. Түз эфирге чыгамын, арыз мұңымды айтамын деген адамдар көп. Баткен областы Кадамжай шаары Бишкектен өтө алыс. Ошондуктан бул жакта чиновниктер билген намазын окуйт, чиновниктер билгенин кылат, мыйзамды каалаганча калчайт, мыйзамды тебелешет, анан жөнөкөй жарандардын укуктары тебеленип, кордолуп, соттон сотко ашып, мына канча жылдан бери соттошуп келатасыз? 5 жылдан бери соттошуп келаткан Батыр Исманов деген жарандын сураныч боюнча мен азыр ошо Кадамжай шаарынын Борбордук көчөсүндөгү бир имаратты тарткан атам. Мен кошо түз эфирге туруңуздар, мынакей. Мынабу мен артымдагы имарат Кадамжай шаарынын Борбордук көчөсүнүн боюнда жайгашкан, мынакей. Бул жакта деген машиналар кетип атат. Кайра бул жагында машиналар кетип атат. Иши кылса бул Кадамжай шаарынын Борбордук көчөсүнүн боюндагы мына мен артымда турган имарат. Бул имаратты ат фамилиясы ким? Закиров Тавакаль деген жаран мурда деген үйдүн названиясы кандай эле? Мурда деген барачного типа үй болгон экен. Орусча кошконго арагасызмын. Барак тибиндеги үйлөр болгон экен дагы. Анан баягы бул имарат, бул үй ушул Кадамжай шаарындагы Борбордук көчөнүн боюнда жайгашкандыктан мындай бизнес кылганга ыңгайлуу да. Мынакей. Бул имарат банк компаньонго ижарага берип койгон. Үстүндө банк компаньон жайгашкан. Астында мындай дүкөндөр жайгашкан, акча алмаштыруу жайы жайгашкан. Ушундай бир имаратта. Анын жанындагы мынау этаж дом. Жанындагы кичинекей бир кабаттуу турган чатыры бар үй. Бул ушул Батыр Исмановдун үйү. А бул болсо мурда барак тибиндеги бир эле этаждуу имарат болсо, үй болсо, барак тибиндеги үй болсо, ошонун деген 2 этаж кылып, момундай кылып салып алгандагын бир нече бөлмөлөрдү салып туруп, анан монтип бизнес кылып, ижарага берип, жеке ишкерлик кылып атат да. Эми үйдүн ичине кирип көрөлү. Менин артымда момундай жанагы үй турат. Биз деген кетип атабыз. Азыр жана үйгө киребиз. Бул борбор. Мындан кичине ылдый түшкөндө автовокзал бар, Кадамжайдын автовокзалы бир аз ылдыйга түшкөндө Кадамжайдын автовокзалы. Анын бет Ошко кете турган жол. Кадамжайдагы Борбордук көчөнүн арка бетинде көрүп атасыздар. Ар бири жолго жакын кылып салып алып, мондай 2 кабат кылып баягы бизнес кылып атышат да. Биз эми азыр ушул үйгө киребиз. Барак тибинде үйгө киребиз. Сиз дагы үйдү сатып бизнес кылышыңыз керек экен да. Тавакалга окшоп. Закиров Тавакалга окшоп. Сатылбайбы? Неге? Почему не хотите продавать? Буту мен кире берейинби? Так. Потому что как бы с Бишкека приезжала комиссия по сейсмологии и строительству деген бир институт бар. Они дали заключение, что здесь жить опасно. Ну, проживание здесь опасно для жизни. Анда үйдү бузуш керек экен, получается. Вот, видите, проблемы. Мен бутум кириле да боло береби? Зашивать пока здесь. Потому что здесь уже 3 года никто не живет. Из-за этого здесь это. Батыр, смотрите, вот мынау дубалдын арка бети жанагы 2 этаж банк компаньон турган. 80 сантиметров. Закиров Тавакальдын. Но стенадан кейін, это межкомнатная стена. Ооба. 80 сантиметр и идет 2 этажа с подвалом здания. Дубал 80 сантиметрби? Жоқ, аралыгы. Ортосунда бош. Ортосу бош. Болуш керек болчу. Болуш керек 4 метр болуш керек. А тут 80 сантиметров. А ортосунда бош бар экен да. Мен көрбөдүм го. Там перекрыли просто. 2 метрби мыйзам боюнча же 4 метр болуш керекпи? По строительной норме одноэтажное здание, двухэтажное здание с подвалом не строится
Должно быть 4. Вблизи одноэтажного здания. Ошондо Так 4 метр как, болуш керек, айырмасы. Это вообще запрещено, но разрешено свыше 4 метров. Комиссия приезжала, судебно-техническая экспертиза, эксперт приезжал, сделал все замеры, дал заключение, что 4,80 танкин хоть он этаж салается. 4 метрден кийин 10 этаж болсо деле сала берсин. 80 сантиметрден любой имаратты курса алат. Но должно быть расстояние. А силердики 80 сантиметров. 80 сантиметров, 2 этажа с подвалом, соответственно, то здание тяжелее, потихоньку тянет дом одноэтажный. Тем более этот дом старый. Кайсы жылы курулган? В 59 году курулган, а там всю жизнь комбинатты иштеп приватизация кылып биз бияқта жашап калдык. Я здесь вырос, в этом доме. И как бы мне просто обидно, что жаңы келген сосед. А он новый, не старый? Нет, старый, бьют по... Они продали, уехали? Не продали, он у одного забрал, там ошибка, короче, этот человек уже умер 2 года назад, который с ним, проиграл суд, инсульт полуп, короче, кызылбулакчы кишиде, атам досу, постоянно они вместе, это bizde үйдүн ортосу эшик бар болчу, кирип чыгып эле жүрүшкөн в свое время. Потом какими-то путями Зикиров суд менен выиграл, дом себе забрал, тот инсульт полуп, через 2-3 года, короче, умер. Ну, это ладно, это старая история, мен ага киришпейм, вообще меня не щелкало. Да, каким образом он приобрел эту недвижимость, мне не интересно. Мне интересно то, что он нанес нам материальный ущерб. В том, что, во-первых, при реконструкции, написано в законе, не в законе, в строительных нормах, при реконструкции или перепрофилировании дома барачного типа, нужно брать согласие соседей. Со всех сторон. Ну, так как у нас соседей с той стороны дорога, с этой стороны дорога, сосед только с одной стороны, он должен был к нам подойти и взять письменное согласие у хозяина дома. Хозяин дома, биздин, мой племянник, Акямдин баласы, он в 12 году, когда он начал ломать, его призвали на службу, 18 лет ему исполнилось. Он служил в Баткене, на границе, где-то там, через год пришел. Мы это все выяснили в 12 году зимой. Мы приехали с отцом, выпал как раз снег, на похороны приехали, выпал снег, есть фотографии, я позже покажу. Выпал снег, вот это все, вот эта сторона крыши, один лист шифера, который там наверху не было. Вот эта сторона крыши была в снегу. 8 сантиметров было в снегу, и там есть фотография, где только фундамент и черновой кирпич. Еще штукатурка была. После этого, это в декабре 2012 года выясняется. И вот эта трещина? Нет, не только это. Вот трещина, вот трещина, вот трещины, вон трещины, вон трещины, вон трещины. Там еще ниже тоже трещина. Вот это все вниз кеткен трещина. Вот этот пют, это мы все каждый год белим, красим, не классно, но последний экиделочный стекловаток, вот эта штукатурка уже отваливается, она сыпется. Могу эти трещины еще здесь показать. Бул жакта да бар да чындап? Да. Ооба, да? Вот эти трещины, все, вот они пошли, вот они, даже вот этот сарай кеткен, значит, уже и вода потихоньку проходила. Вот они трещины, все. В общем, вот это Национальный институт по сейсмологии и строительству, в общем, дал заключение, что здесь жить опасно, что это все может упасть на голову. Вот эти, все это трещины, это все идет, все идет вот оттуда. И вот, жить опасно, в общем, вот очень вот это уже свежие трещины. У нас сейсмоопасная зона, как часто бывает землетрясения, и как бы, здесь жить невозможно. То, что можно, но страшно. Каждый день засыпать с мыслью, что тебе что-то на голову упадет. Здесь понятно, пойдем. Да, здесь это, да, тут уже проходила вода. И егошний угол двухэтажного здания как раз идет на вот это место, и там, сейчас на улицу выйдем, увидите. Там идет такой просто, не как в строительстве, желоб тушурюк, джерге,
через этот канал менен бир жака сумлап кеткен. Просто на крышу капает вода, и келеген крышадан сток идет прямо на крышу. Кошмар. Ну, с нарушениями курулду. Ага, архитектура уруксат берип койду. Кадамжай райондук архитектура бөлүмү уруксат берип койду. Ага. В общем, дело началось это все с 2012 года. И, как бы сказать, с января месяца, с 12 года. 13 года, это, с января месяца мы начали обращаться в органы, ну, самоуправления, мэрия, архитектура, гостехинспекция, прокуратура, ОВД, мы начали обращаться. И как бы... Что они сказали? Они отписывались 2 года, ну не 2 года, 1,5 года отписывались, обращались в архитектуру, вот здесь я маленькие выписки сделал. Допустим, 5 февраля мы получаем ответ от архитектуры. 5 февраля 2013 года. Что говорит? Ну, мы через юридическую консультацию, и вот они ответ дают. Заведующий юридической консультацией город Кызылкия Ташматовой МР. На ваше письмо от 11 января 2013 года они дают ответ. Решение на слом части двухквартирного жилого дома Зикиров Тавакаль по адресу улица Разбекова, 173 со стороны Кадамжайского районного управления градостроительства и архитектуры не давалось. Разрешение на слом. Не давалось. Тавакалга Кадамжай райондук архитектура бөлүмү не давали разрешение. Макулдугун берген эмес. Берген жок. После слома части двухквартирного жилого дома на очищенную площадку на основании постановления Кадамжайской поселковой управы номер 107 от 20 апреля 2012 года и государственного акта составлено архитектурно-планировочные условия на проектирование магазина и ветеринарной аптеки. Ну, это говорит о том, что они дали разрешение на строительство. Ну, Тавакаль не кылган, бул үйдү не кылган? Бузбай эле дубалдан 2 этаж куруп атабы? Частично бузуп өзүнүн жагын. Бирок 4 дубал турат да. 4 дубалды коюп койгонбу? Потом, когда... Сиз жакты бузган эмес. Жок, мен жака кирген жок. Жок, сиз тараптагы дубалды, өзүнүн сиз тараптагы дубалды бузган эмес. Осталась межкомнатная стена. Ошону айтам да. Он сломал стены боковые, крышу, частично сделал этот, и все, межкомнатно осталось. Неутепленный фундамент под межкомнатной стеной. Туда затекала вода 2 года. Я даже фотографию вам покажу. Вот, эта фотография была снята в декабре 2012 года. Вот, стройка, только башка. На 80 сантиметров. На уже 60 сантиметров. 60 сантиметров. 70 сантиметров. И вот так у него стекала вода. И все вот туда заходило, и вот он вот эту перегородку уже позже поставил, это уже, видишь, штукатурина, уже решетки стоят, уже сдачага болгон, уже тут арендаторы же иштеп атат. Ну, в общем... Анан эми сот процесстерин баштайлы. Кимге кайрылдыңыз? Сначала вот по архитектуре. Они не дают на слом, но дают разрешение на строительство. Хорошо, дали. А это нормально? Это ненормально. Это тоже... Это нарушение закона. Нарушение закона, да. Нарушение прав. Мы нарушили наши права. Это письмо они нам ответили в 5 февраля 2013 года. Анан. Потом Бексултан в это время служит в армии. Хозяин дома? Хозяин дома. Ну, по документам хозяин дома. А вы? Законный представитель? Я законный представитель по доверенности. Сейчас от его имени хожу по судам. Так, потом мы обратились, когда Бексултан в 2013 году в июне месяце пришел с армии, там, ну, месяц пока с армии пришел, он пока не имел он обращается 4 сентября 2013 года, ну, получается, в июне пришел, июль, август, и в августе уже обращается, через 10 дней, 4 сентября мы получаем ответ. На наш запрос... Куда обратились? Опять в архитектуру. На наш запрос. И архитектура говорит, что Зикиров Тавакаль
107 токтом менен негизи жеке менчик кабаттуу турак үйдү курууну пландаштырган. Уже он взял разрешение на строительство. На основании 107 токтомдун Орозбековдун айлык өкмөтү. Я пошел получил. Не деген токтом экен? 107 токтомду копияны алдым. В этом токтом берилген да. Орозбеков айыл тургуну Орозбеков айыл тургунун Орозбеков айылынын учкун участкасынан тургуну Зикиров Тавакал Усеновичке Орозбеков айыл өкмөтүнөн 28.07.08 жылғы 153 токтом менен жеке менчик турак жайы бузуп дүкөн курууга уруксат берилсин деп атат. Биринчи уруксат берилбеди деген, анан кайра берилсин деп атат, да? Это уже айыл өкмөт берип атат. Уруксат берилсин, это все 2008 года на основании токтомдун он дает разрешение. Берилсин, но тут он пишет, суралсын, Кадамжай районунун архитектурунун башкармалыгынан план проект даярдап берүү жагы. Обращайся туды, получишь документы и үйдү кура бер. Потом план проекты негизинде, ну, этот, ушул токтом, ну, чтобы проследить Кожомжаровко жүктөлсүн деп. Короче, токтом чыгат экен, да? Батыр, соттордун адилетсиздиги жөнүндө айтсаңыз, эмне кылды эле? Сначала вот на основании вот этих всех документов это все было. Ушул документтерге таянып, сиз сотко бердиңер. 107 токтомго булар неме кылып атпайбы, опираются на 107. Я прочитал 107 токтомдун решениясын. Вот 107 токтомго неме болгон немесине булар таянып разрешение берип коюшту, да? Анан сотко кайрылдыңар. Анан биз обратились в этот. Так, обратились в гостехинспекцию, которая, ну, контролирует процесс стройки и проект, там все. Они нам дают ответ. Не дейт. Мы уже обратились, они нам дают ответ, что согласно 107 токтом менен уруксат берилген. Ну, тут 107 токтом уруксат не дает, он говорит, обратись в архитектуру, суралсын, и тогда алсын. Они говорят, что вот 107 токтом уже уруксат берди. Это экотехинспекция. Короче, аргим аргандай түшүнөт экен, да? Да. Вот они отвечают. На основании 153 токтомду, вот 153 токтомду, и 107 токтомду, он получил разрешение на слом и на строительство, и у него все документы, проект начертили, экспертиза налөттү, курулуш осо жетра курган, Кадамжай архитектура тарабынан курулушка уруксат берилген. Ну, ему разрешили это все. Анан? Мы все эти документы поднялись, еще раз обращались ко всем, и туда, и сюда. В общем, потом мы пишем заявление в прокуратуру. Чтобы? Чтобы уже выяснили, что тут виноват или айыл өкмөт, или архитектура, или гостехинспекция. Кто-то виноват, но никто не дает, кто должен дать разрешение на снос. Какие нужны документы? Прокуратура, райондук прокуратура. Районная прокуратура обратились. Не деген жооп келди? Районная прокуратура отправила, ну, опросила всех и отправила судебную экспертизу, которая должна выяснить, ну, чтобы приехал эксперт, должен выяснить, ну, все строительные нормы, все разрешения, кто должен давать, кто не должен быть. Вопрос такой, 2028 мая дейді. Кандай чечим чыгарды? Бизге чечим берген жок прокуратура. Затянули на 3 года прокуратура, потому что не было этого. Экспертиза не могла, эксперт не мог приехать в связи с тем, что очень много заявок, ну, там мало их людей. В общем, они приехали. Эксперт должен был откуда приехать? С Бишкека. Понятно. 28 мая приходит заключение судебного эксперта. Через 3 года? Через 3 года. 15 года приходит заключение. А он пишет, что разрешение на слом надо брать, не разрешение, согласие на слом, ну, перепрофилирование надо брать у соседей. А он у вас не брал?
Он не брал. Он айтып атат, озеки атамдан алды. Атам, папа всю жизнь здесь хозяин дома, но потом он этот дом сестре мы переоформили, после сестры сестра Брату. переоформила На брата. племяннику. Ага, брату. племянника, ага. Ну, родственник, в общем, без немецких. Ага. И экспертиза пишет, что да, надо брать согласие, да, расстояние должно быть такое, что строить возле одноэтажного здания на таком расстоянии запрещено, двухэтажное здание с подвалом. Вот тут все выводы, все первая экспертиза прокуратуры. Но они, когда экспертиза пришла, я пошел в прокуратуру, дайте почитать, что написали. Говорят, нет, потом Аллах, когда дело закончится. Потом это дело они закончили и сразу передали в РОВД на возбуждение уголовного дела. Ого. РОВД, Ну, значит, прокуратура сделала свое дело правильно. ну, не знаю, затянул на 3 года. Зато затянула, Затянуло. да? Мгм. Вот этот заключение эксперта. И уже 30 июля 2015 года Уголовное Исаев, дело. Исаев тоқтонды шығарат, қылмыш ишинин қозғалған баш тарту жөнүндө. Это Он 30 кто, Исаев? июля, Он кто? Он следователь, старший лейтенант, не знаю, так. РОВД? Да. Кадамжай милиционер ага, лейтенант Исаев. Ну, короче, следователь. РОВД, следователь РОВД. Да, он выносит решение, что Баштар тотат, Баш тарту, да. На каком Ни основании? на каком основании, ничего не объясняя, нам отдают вот эту бумагу и все. Я обращаюсь дальше, консультируюсь у юристов, они говорят, напиши в областную прокуратуру. Написали в областную прокуратуру. Так, это в июле. 29 августа через областную прокуратуру опять этот же Исаев, старший лейтенант, опять дает то же самое, 2 одинаковых, только дату поменял. То же самое разъяснение. Тоқтом қылмыш ишин қозғалған баш тарту жөнүндө. Ничего, только дату поменял, все то же самое, даже не изменилось. Ничего Это себе. в июле, это уже идет у нас 29 августа 2015 года. Через 3 месяца? Через 3 месяца. Потом мы опять консультируемся, напиши как генеральную, написали генеральную прокуратуру. Через генеральную прокуратуру кое-как мы получили тоқтом қылмыш ишин қозғалған баш тарту жөнүндө 29 января 2016 года уже, это, начало года 16 -го. Опять тот же старший лейтенант Исаев, дело другому не передали, чтобы он по-другому дело сделал расследование. Опять Исаев пишет, но тут он хотя бы уже пишет, почему он баш тарту-то. Кошмар. Не дейт, почему? Он пишет, сейчас скажу. Так, Вы уже он стали- пишет, приходит ответ, что опять проверили материалы и факты в районной прокуратуре, РОВД, где расследование показало, что из материалов уголовного дела, что у сотрудников архитектуры Кадамжайского района вина есть. Уже поясняет в этом постановлении. Уже вина есть. А тут просто баштар туда не метлута. Тут уже они поясняют, что вина есть. Чья вина? Архитектуры. Ага. Что они его не предупредили, что они его в известность не поставили. Патер, уголовное дело нужно было завести на кого? Архитектуру? Это прокуратура должна была. Архитектура, гостехинспекция, УКМЭТ или кто, я не знаю, кто какие показания давал. Вот, а теперь он говорит, кто виноват? Вина есть чья? Вина есть архитектуры Кадамжайского района, вина есть. Они должны были предупредить, что при реконструкции дома барачного типа нужно брать письменное согласие на слом и строительство. На слом и строительство. И выдали разрешение на строительство, выдали АПУ для строительства, для проекта. Однако статья 316 УПК КР квалифицируется как преступление незначительной тяжести, что с момента происшествия уже прошло 4 года. В связи с этим, согласно статье 67 УПК КР, выносит решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Атайын уақыт өткөрүп, Затянули и потом отказали. Да, за Хорошо. истечением срока. Да. И сказали, обращайтесь в суд. Кошмар. Мы начали обращаться в суд уже по гражданскому делу. В 16 году? Да, в 2016 году после отказа РОВД обращаемся в районный суд
14-10-16 года вносят решение. Мы обратились где-то, если это октябрь, процесс был около полгода, где-то, короче, в начале года, 16 года, как только мы получили ответ в январе, ну, в марте, может быть, мы уже подали в суд. В октябре получаем решение Канамжайского районного суда. Канамжайский районный суд вносит решение о возмещении с архитектуры восстановительная сумма в то время составляла 897 837 сомов. В пользу Нурлана Улугбек-Султана председатель суда был Сыдыков. Архитектура, соответственно, пишет апелляцию в область. Архитектура төлөбеш керек болчу. Да, они, Сыдыков только архитектуру виновным сделал, он ни при чем. Тавакаль ни при чем. Ни при чем, почему, не знаю почему, но он так вынес решение, что ну, возместить ущерб архитектуры. И 27 октября уже 16 года областной суд вносит решение, что апелляцияны ким берди? архитектура. Ну, я согласен с этим, потому что они наш ущерб, мне разницы нету, или он, или архитектура, кто-то должен восстановить. Правильно. Апелляцию дает архитектура. Потому что сосед не виноват, виновны сделали архитектуру. Областной суд вносит решение. Возмещение ущерба 897 837 сомов на слом и строительство нового дома государственный орган без доказания вины не может нести ответственность и возместить ущерб. В смысле без доказать? Вы же доказали. Ну, областной суд так говорит. Он решение уже вынес. Судью напишите. Судья. Назовите судью. Да, председатель Адамбаев ЗМ, Алибаев БМ и Айджигитов БА. Это 3 судьи в Баткенской области. И с истца, это получается Нурлан Улугбек-Султана, принуждает выплатить в пользу государства 89 783 сом. За что? Ну, за то, что мы обратились. Кошмар. Он Бексултан... Сотко кайрылганга да болуп эткенде. Кайрылсаң кайра наоборот акча төлөп турбайсың да. Нет, если ты, я же проиграл, мы же проиграли, получается. Они написали, что возмещение ущерба государственного органа не может без доказания вины. Они тем самым вот этот токтонду, милициядан чыккан токтонду, они или не читали, или не смотрели, или... Может, специально не читали. Ну, в общем, это. Ну, все в деле, в документах все есть. В общем, вот такое ситуация была. Потом мы обращаемся, естественно, мы же не можем заплатить 89 тысяч, почти 90 тысяч сомов в 2016 году. Сами жертва, Сами еще и... жертвы, да. это еще и пойти платить. Мы обращаемся с апелляцией в Верховный суд. Коллегия Верховного суда выносит 9 октября 2017 года уже. Ну, в течение года можно обратиться в Верховный суд. Мы обращаемся и уже... Жауап сот отменить решение Канамжайского районного суда, которое в пользу вас. В пользу нас было, и отменить решение суда областного. И вернуть обратно в район. Эки жакадан тартпаптыр дагы районго жөнөтүп койду. Районга обратно түшүп салды. Дальше. Бир сыйра барып келип турсуңар. Один круг сделали. Районга опять түштү. И началось. Процессы, проходящие в районном суде, затянулись почти на 3 года. Кошмар. Это только райондук эле 3 жыл. 17 год до 2020 года. Сменилось 3 судей. Кошмар. Там по каким-то ихним там причинам, там, ну, в общем, сменилось. А вы каждый раз в Бишкека ездите? Я ездю, да, я доказываю свою правоту. А Зикир Тавакаль, который здесь живет? Иногда не приходит, да. Архитектура заболеет, справку приносит, как в школу. Я болею, но не могу прийти на процесс. В общем, последний судья Таджибаев Ильяс 3 июня 2020 года выносит решение. Ответчик Зикиров и архитектура района солидарно должны выплатить 535 150 сомов. Вместо 800. Вместо не 800. 3 года был процесс, 2 экспертизы строительные, ну, государственные, 2 экспертизы. Последняя экспертиза написала 1 440 000 возмещения ущерба. Вам? Нам. Что, ну, чтобы сломать и построить нормальное жилище. Это вот кто должен был? Разницы нету. Самое главное, чтобы вам выплатили, потому что вы жертва. Да, мы жертвы. Вы пострадавшие. Да, мы пострадали, но вызвали, ходатайство было
ответчики, Зикиров и архитектура, им мало было, что прокуратура вот, от 2015 года заключение судебной экспертизы сделала. Им этого не хватило. Да, мало было. Они еще раз назначили. Потом им не понравился ответ второй экспертизы. Они третий раз назначили, потому что судья поменялся. А вторая экспертиза о чем говорит? Вторая то же самое. То же самое. Что, строить нельзя, брать разрешение. Ну, в чем ли вопрос? При сломе дома, ладно, вручную сломе дома и рытье котлована, может ли нанести ущерб вот это действие работников, ну, действие строителей? Он написал, да, может, потому что при любом сломе бетон ломается, трескается, и это все. Тем более 2 года было открыто между, ну, грубо говоря, зданиями была открытая сторона, туда дождь шел, снег, вода, весна, лето, зима, короче, вот это... Кошмар. Все это протекало, это все подтекало под дом, и это все как бы это. Ну, каждый год белим, красим, как бы, это. Но все равно все трескается. И, это. И третья экспертиза. И Третью экспертизу вызывает кто? Они, Опять же Зикиров Тавакаль. они, Зикиров и архитектура, они вдвоем против меня идут. Они вызывают, суд дает согласие, и еще затягивается экспертиза опять. Ошанты вещилы это. Экспертиза все равно приезжает, смотрит, ну, явно. Разрешение надо брать, он там как куча... Третья экспертиза тоже самое То же говорит. самое написала, что возле одноэтажного дома строить двухэтажный дом с подвалом нельзя. Должно быть расстояние минимум 4 метра, ну 4 800, там 4, ну свыше 4 метров. При сломе там были вопросы. Откуда появились трещины? Он говорит, при сломе, при перепрофилировании любой этот ломается, и она все трескается. И тем более 2 года была вода, ну, заливалась, ну, вода тоже, дожди, снег, в общем, осадки. И это все могло, ну, причину появления трещины. Райондық сотто 3 жыл болды. 3 экспертиза болды. И вот что самое интересное, вот этот Райондық сот? Ильяс, районный суд, через 3 года, ну не он этот, он где-то 1,5 года рассматривал, или 2 года он рассматривал. Кто выносит? Таджибаев Ильяс выносит 3 июня 2020 года решение 535 тысяч сомов вместо 1 миллион 440 тысяч. Вместо первого 800 тысяч. 800 это было Первый раз. Первый раз. Хорошо, это да. было в 2016 году, а тут уже получается 20 год, 19 год или 20 год. Архитектура менен Зикиров Тавакаль сизге 500 000 төлөп берсин деп атат. Солидарно төлөп берсин деп атат. Но откуда он эту сумму взял? Эта сумма была взята с заключения частной экспертизы, частной оценочной компании «Капиталист». Они еще запросили остаточную стоимость дома. Это пришли люди, посмотрели, вот это «Капиталист», посмотрели, все это, ушли и дали заключение, что 535 150 сом стоит этот дом. Кошмар. А если... Остаточная рыночная стоимость жилого дома. Патр, если вы будете продавать дом, он сколько будет стоить? 2-3 миллиона, это как минимум. Тем более на центральной трассе, да. Ну, это мы продавать даже у нас нету этого, в общем, мы здесь живем. Так, в общем, вот они выносят вот это, он выносит это решение, и вот на основании остаточной стоимости. А когда с Верховного суда обратно район Тушканто, Верховный суд дал рекомендацию, прежде чем возместить ущерб с государственного органа, потому что здесь пишут, что государственный орган не может без доказания вины. Он говорит, Верховный суд дает направление: опросите всех экспертов, кто давал вот эти экспертизы, опросите, ну, можете назначить новые экспертизы, так как 2 экспертизы было назначено, потому что, ну, они же исполняют рекомендацию Верховного суда. Вот они вот это все сделали. В общем, но райондық сот жогорку соттун рекомендациясын уккан жок. Укту, кылды, 3 жыл, это 2 жыл сотту чозду, аябай чозду на 2 года. Потом выносит решение от «Капиталист» 535 150 сом. 3 экспертиза, госэкспертиза? 0 кылып. Она частный экспертиза. Даже чакырган жок опросқа. Он должен был вызвать, тот человек, эксперт должен был прийти, подписать о даче ложных показаний, что он будет преследоваться по закону. Рекомендацию дает суд. Вызовите, пусть он подпишется, что он будет говорить правду. Он их всех вызвал, всех экспертов вызвал, все опросил, а потом капиталисты немецкие даже не вызывал,
откуда они взяли, причем тут остаточная Капитал из стоимость. где находится? Ну где-то здесь, я не знаю, в Кадамжае. В Кадамжае? Ну, может быть, я не знаю, откуда эти специалисты приехали. Их тоже вызвали эти, они, ответчики. Архитектуры, они их пригласили. Но почему Таджибаев дал добро на это? Они говорят, сколько стоит остаточная рыночная стоимость дома. Но вопрос не стоит в остаточной стоимости. Вопрос стоит в компенсации возмещения нанесенного ущерба. Да. В общем, вот мы получили этот, но мы не согласны с этим, обратились в областной суд. С апелляцией, С апелляцией опять пошли на второй круг, в областной суд пришли. Кошмар. Восстановительная стоимость составила по второй экспертизе, вот это эксперт дает, судебный эксперт, дает 1 250 000, было же 890 000, а вторая экспертиза дает 1 250 000, последняя дает 1 466 000. Так, мы обращаемся в этот В областной суд. Областной суд тоже суд процесс жүрөт. Нет. Областной суд, мы обратились. Города Баткен, председатель областного суда Абдраимов А.Б., судья Мусаев С.Т. и Алимкулов Н.Х. вынесли решение отменить решение районного суда, вот эти 535 000, отменить и вернуть обратно в район, и пусть как бы дальше разбираются. Качан чыкты? Это было, сейчас скажу, 12. Так, вот Баткен Шаары. Это было 16 сентября 2020 года. Анан. Вот. Мы не согласны с решением районного областного суда, подаем в Верховный суд опять. На решение областного суда мы подали апелляцию в Верховный суд. 24 ноября 2020 года председатель суда Батыралиев Б.Б., судья Джамашева Ф.З., Молдакунов А.К. судьи вносят решение отменить решение областного суда, областной суд решение отменять это и направить обратно в областной суд. Обратно в областной или в районный? В областной. Оставим в силе решение районного суда 535 000, оставим в силе, но там дал какие-то рекомендации. Опросить этих, тех, и потом вынести решение. В данный момент сейчас идет процесс в областном суде. Председатель суда Пазылов в данный момент сейчас идет, который судья Абулкасымов М. и судья Тулибаев Т. Вот они сейчас рассматривают уже с января месяца. В январе первое заседание было где-то 21 года? 21 года, уже в январе. Канча процесс был? Уже был раз, два, три, четвертый процесс. На первые два процесса они не приехали. Первый процесс они просто игнорировали. Кто? Архитектура с Зекировым? Архитектура с Зекировым вообще не приехали. А вы с Бишкека ездите Я каждый раз? На каждый процесс приезжаю. Почему-то до меня письмо доходит в Бишкек. Я вижу приглашение, а для них в Кадамжае почему-то не доходит, и они не приехали. На первое заседание никто не приехал. Второе заседание было уже в начале февраля. Это заседание, как бы начавшись, не начавшись, короче, не было архитектуры. Он заболел, тоже привез справку, что заболел. И вот третий процесс был вчера, и я увидел ваши репортажи в Баткенской области, и увидел ваши телефоны, сразу вам позвонил, и вот хотел, пожалуйста, что уже 6 лет мы судимся, 5 лет мы судимся, с 2012 года был он ищ. 3 года прокуратура специально протянула, потому что Айлёкмет, прокуратура, Экотехинспекция, они все, как я в ваших репортажах смотрел, Тавакташтар, короче, этот, да, которые только делают свои дела, людям вообще это. И вот целая папка, куча документов. И вот я хотел техническое заключение Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве Кыргызской республики. Государственный институт сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования ГИИС и ИП. Вот они дали заключение 14 июня 2016 года, что тоже приезжал эксперты, они все. Это уже четвертая экспертиза? Нет, это не экспертиза, которую назначали, это ЯИ, потому что они хозрасчетная организация, и как бы адвокат сказал, что суд говорит, что нету доказательств.
И вот, вот доказательства. Это дополнительное доказательство. Но чтобы они приехали, нужно было оплатить им там в Бишкеке их командировочные, все расходные материалы. Это где-то было около 60-70 тысяч. Я заплатил в кассу, квитанцию где-то в документах есть, я могу найти, но долго это. Дальнейшая эксплуатация части жилого дома при сейсмических воздействиях угрожает безопасности проживания людей. Это значит, мы должны здесь жить и бояться, когда трясанет и когда упадет крыша на голову. Ну, как бы по этим. И я хотел бы еще сказать, допустим, уже столько лет это все происходит, и версия соседа, то, что он у моего отца взял словесно разрешение, потом он мне получил, он баштаб не мекнула. Но это же не доказательство. Это не доказательство, незнание закона не освобождает от ответственности, как бы все мы это знаем. И как бы архитектура пишет, разрешение на слом мы не давали, но разрешение на очищенную площадку мы дали разрешение на строительство. Это очищенная площадка, талада, поляда, они сказали, вот можешь строить вот такой дом, что хочешь, ну, проекты, а бұл жерде деген таза жер емес болчу. А был он сначала сломал частично свою. Сейчас я, конечно, не пойду, вы можете вот так обойти, я вам покажу, постучаться к соседям, пройти посмотреть вот это место и егошнюю версию тоже выслушать. Конечно, конечно. Баланс должен быть. Да, мотивирует тем, что в 2010 или 2011 году было крупное землетрясение у нас в Кудамжайском районе. Очень, ну, почти 90% домов пострадали, где-то аварийные, где-то незначительные повреждения. И в то время государство выделяло суды. 200 тысяч, 50 тысяч и 10 тысяч. Незначительные повреждения есть акт. Ну, это все в документах есть, все указано. Вот они дают, что мы получили то, что у нас были незначительные повреждения. Вот, Алаймек Республика Курдалар министрлиги, Таран Түрген Тизмеде, Сиздин Турак Жайымыз, Капиталды Кондоп Түрігі 3-ші даражаға мұқтаж деп киргизилип в 2011 году Турак жайды кабыл келтирүүгө сизге 10 000 сом кайтарымсыз мамлекет жардам берген дейт. Он дал мне 10 тысяч, дал ему 10 тысяч, дал все, кто был в списке, там очень большой список, но там был другой список, где это все 200 000 сом мамлекет жардам алгандарга 9 пунктун негизинде турак жайды пайдубалдын башталып чатырына чейин жаңы куруп чыгуу бүтүп бага көчүп, короче, в общем 200 тысяч давали, у кого были сильные повреждения. Эми Зикиров Тавакаль ошого он говорит, что это все было во время землетрясения, что я... А когда он построил свой дом? Вот этот? Уже в 13-14 году он сдал в эксплуатацию. Сломал, начал ломать весной 2012 года, как раз Бек-Султан забрали его в армию. Пока его не было, он уже поставил фундамент, поднял стены, закрыл крышу. Отделку он делал уже в 2013 году, когда мы с Бек-Султаном обращались по всем инстанциям. В мэрию обращались, мэрия, всем это, пошли в пожарную безопасность. Пожарная безопасность сказала, что они вообще разрешение на строительство, ну, не подписывали согласование, что можно на таком расстоянии строить дом. А они сейчас говорят, что у всех структур взяли, у всех органов взяли разрешение на строительство. Санэпидемстанция, газ, свет, ну все, кто этот, они все, да, согласны, можете строить, они дали добро, и он на основании этого строит. И винит архитектуры, что они его не предупредили, что нужно брать письменное согласие соседей. И вот мы уже вот я специально приехал на суд, был в понедельник процесс. 24-го будет еще один процесс, но я думаю, уже, наверное, уже заканчивается, потому что уже всех опросили, всех свидетелей вызвали, всех этих... Свидетели что говорят? Комиссии, ну, свидетели что говорят? Вот, кто был в комиссии, вызвали людей, кто был в комиссии, когда определяли 10 тысяч, 50 тысяч или 200 тысяч заплатить. Ну, государство должно помочь. Они состояли в комиссии, тоже, когда Кадамжайда Турган Эльдер. Он приехал, бывший Алёкмет, говорит, да, вот, да, мы были в комиссии, да, были какие-то, ну, трещины были, конечно. И 10 тысяч без киргиздык баягы, 3-чү даражага уже немеге списокка кирдик. Я у него спрашиваю, у вас есть строительное образование или вы как специалист? Он говорит, я был просто как свидетель. Ну хорошо, как свидетель, задал ему вопрос, он ответил. Он ушел, потом пришел другой свидетель, еще тоже так же мы все задавали ему вопросы.
Они не специалисты. Специалисты приезжали с МЧС, США. США их никто вызвать не решился, потому что они тоже могут не приехать, потому что сколько лет прошло этому делу. Они могут даже и не помнить. Да. Ну ладно, неважно, бумага все есть. В общем, они говорят, что это все произошло из-за землетрясения. А в последней экспертизе, ну, эксперт, он пишет, что, ну, тут очень много вопросов, судья тоже себя обезопасил, 30 вопросов задал ему. И эти все вопросы друг с другом повторяются, одно и то же, он в разных словах спрашивает. Исследование произошло, он это все произвел, и, в общем, получилось так, что он объединил некоторые вопросы. Мен кошнаңыз менен сүйлөшөйүн. Да, сейчас я Сураларды берейин. вопрос хотел сказать, что от времени, ну, где-то он здесь пишет, найди мне, что опасность, она бывает, она всегда есть. Независимо, она может сейчас рухнуть, она может позже рухнуть. Да, то, что было землетрясение, в тот момент экспертизы не было судебной. И поэтому эксперты пришли, просто осмотрели, дали оценку и выплатили помощь государства. А здесь он пишет, что да, тогда тоже может быть было трещины незначительные. Почему тогда бы или вторая степень, или там первая степень, тогда мы больше денег нам дали бы, например. Он тут пишет, что но в связи с тем, что здание построено близко с домом, и опасность увеличивается с каждым днем. Вот это все тяжесть, вот эта почва двигается, она же все же сказывается. Поэтому архитектуру АПУ не просто так выдают, проектные институты не просто так существуют. Они все изучают, грунт, изучают это, изучают то. Вот они здесь пишут, что согласно СНИП КР 31.01.2001 8.1.1 устройство подвальных помещений в здании без подвала не разрешается независимо от категории его. Вследствие сноса части дома истца и строительства двухэтажного дома ответчика практически получается два отдельно существующих здания. В этом случае СНИП КР 30.01.2001 предписывает, что промежуток между ними должен составлять 4 метра 80 сантиметров. При разработке жилого дома барачного типа нарушена цельность здания, особенно фундамент. Результат этого явилось появление трещин на различных участках здания. Установление нанесенного ущерба выходит за пределы компетенции эксперта-строителя. Ну и в общем все описывается, все как бы понятно. И идет волокита, затягивают специально, ихнюю сторону тянут как могут, все ихние доводы и эти, они как бы кабыл алат, да? Бирок деген архитектура менен Зикиров Тавакал мурда чогуу болуп туруп азыр экөө урушуп кетип аткан окшойт да. Себеби дегенде экөөлөр биригип төлөгүлө деп койду да. Мы так и написали, что чтобы у нас вообще в нашем иске было написано обоюдно с архитектурой и с соседом. Да. А районный суд первый, он почему-то архитектуру наказал, сделал виноватой, потому что они ему не донесли, они его не предупредили, что, оказывается, нужно брать разрешение, что, оказывается, нужно вот это все делать, как бы согласовывать. А сколько здесь участков? Это вот кто строится? Это строит мой племянник. Ага. И так уже третий год стройка идет, сейчас они все в России, всей семьей работают, и вот строят вот этот дом, как бы, чтобы... А это тоже же ваше? Здесь отец жил. Вот я вам хочу сказать, вот смотрите, вот здесь, вот смотрите, сюда можете встать. Вот, который я говорил, вот в этом доме желтые подтеки. Вот этой трубы не было, вот это все лилось вот сюда на крышу, и когда это все... А вот эту белую трубу они белую потом они попозже сделали, чтобы мы не отжадавай, короче. Не возникали. Хотя нужно было сделать водосток вниз и через куда-то в канализацию, чтобы вода уходила. Это все сливалось между домом, под домом, короче, в общем, все заливалось. Ну, молодцы, хоть новый дом строите. Сейчас стараются. А забордан арка уже башка участок? Это уже дорога.
Ну, это наш дом остался последний, кто еще здесь живет. Остальные все коммерческие, кухни, столовые, бани. Ошондой кылып турду. Жолдун боюндагы үй экен. Жолдун боюндагы үй. Ну, мы здесь живем, но 3 года из-за этого мы не можем. Потому что здесь опасно, этот дом недостроенный. Сейчас вы можете версию соседа. Да. Почему? Потому что у него тоже своя правда есть. Архитектура его не предупредила. Если бы она предупредила бы, ну, он винит архитектуру во всем. Архитектура винит его. В общем, они тоже там сейчас. Мен Кадамжай шаарынын Борбордук көчөсүндө кетип баратам. Мынакей. Борбордук көчөнүн четиндеги үйлөрдү ушинтип сатышып, оңдошуп, ар нерсе кылып атат эми азыр мына мына экөөнүн ортосунда 80 сантиметр болуш керек болчу да. Жок, азыр 80 сантиметр болчу да, булар деген дубалды тосуп коюп атпайбы, чынбы? Чтобы не заходить, чтобы никто не ходил, никто не... Ошону айтып атам да. Слив идет. Бул качантан бери? Кече жакында элеби? Ну, как всю жизнь. Бочку поставили, бочка наполняется, туда заливается, туда идет. Все это. Вот даже отсюда видно все трещины, которые здесь. Ну, вот эти дырки делали эксперты, потому что они там долбали, изучали. Вот этого листа, 2 листов шифера не было при строительстве. Я фотографии показывал, здесь снег прям лежит на крыше дома. И вот это все место в снегу. Это было 2 года. Ну, потом, конечно, он так закрыл капля, он там трубу опустил. Ну, короче, что-то сделал. Ну, как бы с соседями так не делается. А это чей? Это наша, ну, когда здесь жили, ну, это наша домашняя территория. Понятно. Азыр эми бияка кирейин да, өзүнүн кактын тапсам болот эми. Достор, эсиңерге сала кетейин, мен азыр Кадамжай шаарындамын. Кадамжай шаарындагы Борбордук көчөнүн боюндагы үйдү Зикиров Тавакал деген жаран өз билемдик менен куруп алган. Бул жак үйбү? Өз билемдик менен куруп алган экен, ошол архитектурадан уруксат албай. Анын кошунасы Батыр Исмановдун үйү анын ошол курулушунан жаракка кеткен да. Мен ошол Тавакалдын үйүнө келдим азыр. Ити барбы, ити жокпу? Ити жокпу? Урсаты жок. Урсаты жок кирбейли да. Урсаты жок кирбейли, азыр биз чакыралычы. Зикиров Тавакал ушул жерде жашайбы? Чакырып коесузбу? Каякта? Каяка? Да, бир жолу айтсаңыз? Оротабы? Ветеринарбы? Малы уколдогон. Качан келет экен? Чалып сурап бересизби? Мен тиги ушул кошуналардын телефон чалып, бул жанагы мо 2 этаж куруп алган турбайсыңарбы? Ошолнун айынан менин үйүм жаракка кетти дегенинен бул Исмановдун эмесин уктум, анан ошол Тавакал байкенин өзүнүн менен да сүйлөшөйүн дедим элем. Жок, мен түз эфирге чыгып атам. Я не вас снимаю. Эме чалсаңыз, эме бияка келип чалсаңыз, дегенде телефондон эле сүйлөшөйүнчү. Сиздин көзүңүзчө эле тиги күтүп отурбай элечи, түз эфирди аяктай берейин, ошон үчүн телефондон сүйлөшөйүн да. Эме журналист келиптир десеңиз, Алтын Арстанбекова деген журналист келиптир, ошол эмени анан громкостька коюп коюшпу, сүйлөшөйүн. Канча бөлмө үйүңөр? 2.
батыраак чалган сизди бүтүп атам. Интернет. Жок, телефон, звонок. Единицам жок азып айтсам. Болом. Анчик единицам бар. Чалчы, сүйлөшөлү. Анан громкостько коюп берсең, мен 1-2 суроом бар эле, ошону берип алайын. Азыр бир биз ошол Кадамжай шаарынын Борбордук көчөсүнүн моюнда жайгашкан үйдүн 2 кабат бизнестин ээси Зикирев Тавакал деген жаранга чалып телефон чалып атабыз. Громко. Эме айттыңыз эме деп. Алтын Арсенбекова деген журналист деп. Ата? Журналист кептир да ошо вопростор бар экен. Журналист. Эме Зикирев Тавакал сизби? Байке, саламатсызбы? Менин атым Алтынай, фамилиям Арстанбекова, мен көз карандысыз журналистмин. Анан кийин деген Батыр Исманов деген кошунаңыз жана үйүм жаракка кетти деп мени чакырды эле да. Анан сизге суроолорум бар эле. Канча мүнөттө келип каласыз? Же колуңуз бош эмеспи? Тавакал байке, канча мүнөттө келип каласыз? Мен эми бир жердемин. Анда канча? 1 саатта барам. Кеч келет экенсиз, анда эме кылып коесузбу? Суроомо жооп берип коесузбу телефондон эле? Иә. Сиздерге чоң рахмат, Мына көрдүңүздөр, Зикирев Тавакал 1-2 саатта барам деди. 1-2 саат күткөнгө менде убакыт жок. Келдим, сурадым. Анан силерден суранычы, мынтип коесуңарбы? Ошол өзүнүн чындыгын айтыш керек бул киши. Ошо Алтынай Арстанбекова деген көз карандысыз журналистке байланышка чыгыңыз деп айтып койгула. Ал кишинин да өзүнүн чындыгы бардыр, өзүнүн версиясы бардыр. Анан ошол киши мага чыкса, бирок деген ал киши менен жалгыз сүйлөшпөйм мен. Ошол Батыр Исманов менен чогуу сүйлөшөбүз. Эгерде баягы менден интервью албады деп мени күнөөлөбөш үчүн бул кишиден интервью алайын десем, телефондон өзү өчүрүп койду. Анан келсе мага байланышка чыксын, айтып коюңуз. Рахмат, жакшы алыңыз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Тавакал. Эшиңерди жаап аласыңарбы? Мен чыгып кетейин. Рахмат, жакшы алыңыз. Мына достор, Зикирев Тавакал 1-2 саатта барам деп койду. Ал кишини күтө албайм мен. Эми өзүм ага чыксын, бирок деген ошол Батыр Исмановдун өзү менен жолугам, Тавакал менен жалгыз жолукпайм. Бул проблема жаңы проблема эмес экенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Себеби дегенде баягы мамлекеттик кызматтагы адамдарды сатып алып, амалкөйлөр канчалаган жөнөкөй жарандын мүлкүн тартып алып, басып алып, толтура жумуштарды жасап жүрөт. Чындык жок, адилеттүүлүк жок, акыйкаттык жок. Азыр мына Батыр Исманов айткандай, көп инстанцияны басып өткөндө 2012-жылдан 2021-жылга чейин көп инстанцияны басып өткөн булар. Айыл өкмөткө барган, мэрияга барган, акимиятка барган, архитектурага барган, пожарныйга барган, өртөчү кызматтарга барган. Бирок деген ошолордун бирөөсүнөн дагы мындай бир мыйзамдуу иш аракеттерди көргөн эмес, мыйзамдуу жоопторду алган эмес. Анан сотко берген, соттон 2 жолу барып кетти. Кадамжай райондук соту, Баткен областтык соту, жогорку сот, андан кийин жогорку сот кайра районго жөнөтөт. Кайра райондук соту, Баткен областтык соту, анан жогорку соту болуп иш кылса, 3 инстанцияны, 3 соттук инстанцияны 2 жолдон айланып чыгышыптыр. Эми деген кайра райондук сот бүтүп, областтык сот болуп атат дагы. Эми баягы Батыр Исмановдун айтымында бүт ушул ар бир сот процессинде Батыр Исманов Бишкектен атайын келет. Бул киши Бишкектин тургуну, бирок ушул азыркы үйдүн ээсинин мыйзамдуу өкүлү. Ал эми Кадамжайдын өзүндө мынабу алдымда турган 2 кабат имараттын ээси Зикирев Тавакал Кадамжай райондук архитектурасы менен биргеликте ошол райондук сотко барбайт, ооруп калат. Түрдүү шылтоолор менен ошол сот процесстерине катышпай жүрүшүптүр да. Ушул нерсе дегенде аябай зээндеги айткан нерсе. Себеби дегенде андай болбошу керек болчу.
Андай болбошу керек болчу. Анткени баягы эми жарандычы, жөнөкөй жаранды ушинтип баягы кыйнай бергенде эмне майнап чыгат да. Эми убагында алчысын алгандар бар. Андан бери соттор алмашыптыр. Ошо 12-жылдан бери. Андан бери ошол РОВД кызматкерлери тергөөчүлөр алмашты. Андан бери жанагы экотехинспекция, айыл өкмөт, акимият, ошол эле райондогу архитектура бөлүмү алмаш отуруп, мен жаңы келсем жумушка, менден мурунку иштеп кеткен кызматкердин жасаган жумушуна мен неге жооп берем? Ушундай мамиле кылышып, азыр ушул жабыр тарткан жарандын үйүнүн акыбалына эч ким жооп бербейт, эч ким компенсация төлөп бербей атыптыр. Мындай мисалдар толтура. Ал мисалдарды сиздер да башыңыздардан өткөрүп келатасыңар. Ал мисалдарды кошунуңардан көрүп атасыңар. Мындай мисалдар толтура. Иш кылса мыйзам бир гана жөнөкөй жарандарга иштеп атат дагы, анан жанагындай колунда акчасы барлар мыйзамга баш ийбей билген намазын окуп жүрүшөт. Ушул нерсени биз качан жоёбуз? Дагы деле мен азыркы жаңы бийликтен үмүт этем. Үмүтүм аябай чоң. Дагы деле ушул жаңы бийлик ушундай майда чүйдө нерселерди, өзгөчө аймактарды, мен менен макул болсоңуздар керек, өзгөчө аймактарды жакшылап караш керек. Анткени аймактардагы мамлекеттик кызматты ээлегендер булар өз билгендей калчап, өз каалагандай жашап жүрүшөт. Муну баардыгыбыз билебиз. Ошондуктан мен силерди чакырып кетет элем. Урматтуу достор, элиңиздер, биз мамлекеттик кызматкерлердин иши ачык болуш үчүн ушундай түз эфирди уюштуруп, акты ак, караны кара деш үчүн баягы чындык издеп жүрөм. Сиздер дагы жардам бериңиздер, пара бербеңиздер, пара албаңыздар. Коррупцияга жол бербеңиздер, коррупциянын өнүгүшүнө, өсүшүнө себепчи болбоңуздар. Биз деген баягы мыйзамга баш ийген, мыйзамдуу өлкөдө жашашыбыз керек. Эртең бүрсү күнү биздин балдар кантип жашайт эгерде азыртадан биз өзүбүз мыйзамды бузуп атсак? Бишкектен 100 километр алыстыкта турган ушул Кадамжай шаарындагы мыйзам бузуулар боюнча мен эртеден бери, кечеден бери түз эфир кылып атам. Айдаркен шаары, Айдаркен сымап комбинаты, андан бери мынау Кадамжайдагы, Кадамжай шаарындагы нан заводу, жанагы кооперативдеги пайщиктер, Кадамжайдагы ушул баягы 2 этаж үй куруп алып, жанындагы 1 этаж үйдүн дубалдары жаракка кетип, мынтип бузулуп атат. Ушинтип биз эптеп-септеп жашоо өткөрүп атабыз. Эптеп-септеп жашоо өткөрүп атабыз. Бул деген өтө туура эмес. Биз деген эптеп-септеп эмес, биз деген мыйзамга баш ийип, туура жашашыбыз керек, мыйзамдуу жашашыбыз керек. Кадамжай шаарындагы түз эфирлерим аяктады. Мен дагы деле акта каран кара деп түз эфирге чыга берем. Жөнөкөй элдин үнүн коомго, бийликке жеткире берем. Көз карандысыз журналисттик милдетимди аткара берем. Мага байланышка чыгам десеңиздер 707 877 899 деген номерге чалыңыздар. Келгиле акта каран кара дейли. Түз эфир ушу менен аяктады. Ар дайым бар болуңуздар. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар, анткени ар бирибиздин башыбыздан ушундай проблема күн сайын өтүп атат. Чоң рахмат.